Я Ганна Егоровича попросить выступить, нашего знаменитого, называется, ветерана атомной промышленности, который много занимается историей, философией, как раз народных этносов и прочие вещи. Я думаю, нам очень много интересного расскажет. Пожалуйста, вам слово. Я последние 20 лет занимаюсь в системе образования со студентами, поэтому свой доклад назвал «Научно-познавательное значение урановой модели эфира». Акцент на это вопрос. Автор свою виртуальную конструкцию назвал урановым квантовым компьютером, третьим глазом в обозрении невидимой реальности бытия. И вот он действительно разработал поистине уникальную, эта разработка поистине уникальной своей дерзостью, ломки общепринятых представлений, научной обоснованности новой модели мироздания и смелости приложения практики исцеления. Я решил выразить свое восприятие этой поистине сумасшедшей попытки земляка в меру своего понимания и в ракурсе, в общем-то, научно-популярного толкования с точки зрения технаря. Из истории штурма тайн атома вспомнил слова Нильса Бора по поводу выдвижения принципа неопределенности Гейзенберга в 1927 году. Он сказал: это, конечно, сумасшедшая теория, однако она недостаточно сумасшедшая для того, чтобы быть правильной теорией. Эти слова можно отнести к теории Конечникова. Ее сумасшествие состоит в том, что предложенные модели ум и память выводятся буквально за пределы мозга, костяной коробкой, как выразился Кулаковский. И эту теорию мало кто понимает, но все деликатно притворяется, что понимают. Некоторые критики на этом уровне даже опровергают. Меня, как специалиста атомных технологий, имевшего дело реальным грозным ураном, задело прежде всего само название. Причем тут уран? Не бравирует ли автор этим громким словом? Сначала думал я. Но потом я нашел ответ в той части истории этого удивительного элемента, именно урана, реального урана Вселенной, который отражает ход построения квантово-планетарной модели микромира атома. Уран я знаю не понаслышке и имею назвать его элементом трех миров по салону. Вот первый слайд, верхний, нижний, средний мир. Почему называю трех миров, там все расшифровано. Вот я решил рассказать о реальном уране, перевернувшем 20 век представление о здании мира. К тому же, по иронии судьбы, нас, Конечникова, и всех наших якутян, называют потомками Уран-Хай-Саха. Слово «уран». Так именовали наших кочевых предков, начавших освоение геометрических просторов Земли Олонкот. Но в свое время я имел дело, руководил технологической бригадой, занимавшейся урановым циклом массового производства делящихся материалов, из которых, в общем-то, складывалось то несокрушимое, которое называется ядерным щитом страны. Я с трепетом брал этот самый тяжелый, весный на земле и нежный в то же время металл. Этот металл тяжелее 2 раза тяжелее нет металла. Предназначенный для раскрытия энергетического духа природы. Я говорю нежный в том смысле, что он словно живой дышал, жадно поглощал кислород из воздуха, и его серебристая поверхность быстро покрывалась чернью, общей записи. И сколько раз мы в цехе наблюдали, как скручивали
стружки вот этого урана, словно да, гигантский фейерверк. Вот я назвал уран элементом трех миров пар. Дело в том, что 4000 лет тому назад греки поклонялись урану, богу неба. Когда английский астроном Гершел в 1781 году открыл седьмую планету Солнечной системы, тут же назвали ее в честь бога неба, урана. Это же верхний мир. Земной химический элемент уран нашли... Просит в микрофон. А он не работает. Надо работать, да? Ниже пониже. Просто пониже, да? Нет, по-моему, так сильно. Вот открыл в 1789 году. А Менделеев спустя 80 лет прописал свою таблицу последним номером 92. В 19 веке уран так и оставался обычным химическим элементом весьма ограниченного применения. Атом был неделимым, невредным, солнце светило и согревало, ум дремал в ласковом поле гравитации. Человек воспринимал мир в координатах евклидовой геометрии и понимал в пределах своего трехмерного рассудка. Вот это можно рядом где-нибудь положить. Работает? Но технический прогресс неумолимо шагал вперед, вооружал специальными приборами, расширяющие сенсорные возможности 5 органов чувств человека. И ученые научились все шире приоткрывать свой третий глаз и видеть невидимое, слышать неслышимое, достать недосягаемое. Смею заявить, что человечество жило спокойно до 24 февраля 1896 года, пока француз Анри Беккерел случайно не засветил свою фотопленку солью урана и стал разбираться в причине случившегося, что привело к открытию проникающего излучения урана. Супруга Мария Кюри и Пьер Кюри это явление назвали радиоактивностью. Вот та черта, когда началось интенсивное изучение урана и штурм тайн атома. Все началось путем построения геометрической модели и создания физической теории атома. Так вот, в 1911 году Резерфорд предложил планетарную модель атома, а Нильс Бор одухотворил вот эту модель своими квантовыми постулатами. В 1919 году утвердилась атомная теория мироздания. Ровно 50 лет до этого Менделеев априори предсказал планетарную модель атома в структуре, то есть периода группа своей таблицы Менделеева. Пожалуйста, второй слайд. Я хочу вам показать сегодняшнюю таблицу Менделеева, где насчитывается не 108 элементов, а 117 элементов. Ну, тут предыдущий докладчик объяснил, что выше 180 элементов не может быть. И действительно, остальные изобретения, можно сказать, этих элементов носят весьма искусственный характер. Вот Менделеев в этом варианте Менделеев еще опубликовал, вот сегодня упоминали, нулевой элемент, указал, Вселенной под названием Ньютоновой. Но я еще несколько слов скажу об истории, вернусь к истории науки. Так вот, для раскрытия энергетического духа урана когорта выдающихся физиков и химиков Западной Европы и России трудилась 40 лет. До 1939-1940 года их работа привела к открытию явления спонтанного деления ядер урана с выделением колоссальной энергии. Для этого необходимо было разглядеть третьим глазом, разгадать многомерным умом то, что микрочастицы этого атома
одновременно обладает свойствами и вещества, то есть материи, и волны, то есть духа. Это гипотеза Луи де Броя. Либо здесь уже не годились законы классической физики макромира. Местонахождение микрочастиц они смогли описать лишь по законам вероятности. Есть так называемое волновое уравнение Шрёдингера. Так мучительным поиском научной истины рождалась квантовая механика и атомная физика. При этом ученые, в отличие от политиков, уважали историю, взгляды предшественников, и потому квантовая механика не опровергала, а дополняла классическую механику Ньютона. Так вот, освоив ядерную энергию урана, человек впервые создал машину для превращения материи, то есть массы в дух. Следующий слайд. Это известная формула тут формула-то есть вот наверху. Альберт Эйнштейн. В прошлом году мы отмечали 110-летие открытия вот этого теории относительности Эйнштейна. Но эта формула очень простая, то есть материя превращается в энергию, то есть дух, обратно. То есть человек впервые изобрел машину, атомный реактор, чтобы массу превратить в колоссальную энергию. Наконечников в духе вызова IT информационной эпохи создал виртуальный инструментальный для распознавания сущности неуловимого эфира. Вот урановый квантовый компьютер. В основе чего первый элемент Ньютон трактовал как внутриядерную урчастицу состоящую, и об этом тут тоже предыдущий докладчик сказал. А я дальше скажу, что я как сторонник высшего образования, не только высшего образования, усовершенствования существующей системы высшего образования, хочу особо подчеркнуть научно-познавательное значение урановой модели эфира. В этом глубоко разделяю оценку и разработку со стороны специалиста глобальной экологии Дмитриева. Он сказал словами: уникальный познавательный эксперимент. А наш эмпирик создал виртуальный инструментальный познание взаимосвязей ближнего микромира и дальнего макромира. Уверен, что такая модель мироздания принесет пользу не только углублению методологии системы обучения, но может стать толчком для дальнейшего развития теоретической мысли и информационно-компьютерной техники. В целом в природе нет абсолютной истины и вечности бытия. Любая научная теория всегда относительно, условно. Теория ценна тем, что рождает математический инструментарий описания тех или иных реальных процессов и конструкций. Иными словами, теория позволяет материализовать абстрактные научные мысли, конкретные технические решения. Мы, инженеры в цехах атомного производства, конечно, руководствовались не теорией атомного ядра, а ее технологическими выкладками и умудрялись ловить миллионные доли примесей урана, поглощающих нейтроны. Иначе бы начинка бомбы уран-235 и плутоний-239 не срабатывали. Я говорю об этом для перехода к деликатной теме о связи мозга, материи, ума, духа. Автор ссылается на парадоксальное утверждение академика Бехтеровой, Институт мозга, что она в человеческой голове не нашла ни ума, ни памяти. А Конечников объясняет это тем, что они находятся вне телесных клеток. То есть, так как вся информация записана в мировом эфире. В то же время он не отделяет ум от материального источника, либо урановый квантовый компьютер информацию извлекает из таламуса мозга, то есть центральной точки между двумя полушариями, выполняющими разные функции.
Это одна из самых интересных и, конечно, спорных моментов предложенной теории, которая задевает вековечный спор между умом и сердцем. Все якутяне знают, вот есть такое интересное стихотворение Кулаковского, написанное в 12 году. Несколько слов скажу об Олонко. Не случайно автор опирается на эпос Олонко. Суровые годы военного детства наше поколение выжило и выросло на сказках Олонко. Именно Олонко зажигала первичный интерес к познанию окружающего мира. И помню сказитель Олонко, это слайд, пожалуйста, следующий. Это Конечников, дальше следующий. А вот мы выполняли экопроект Олонко 10-летний. И дальше, пожалуйста. Вот на выставке здесь нынешний губернатор и мэр держат как раз эмблему Олонко. И что вы видели там внутри Олонко суда. Вот Олонко начинается с мифологической истории сотворения мира со строк. Далеко за дальним хребтом давних незапамятных лет Олонко образно описывает многослойную структуру мироздания. При этом строки описания картины мира эпизодически краплены по всей структуре объемного текста. А Олонко это 30-40 тысяч строк поэтического текста. Таким образом, общее представление предков можно получить, лишь прочитав весь текст. Вся основная часть сюжета эпоса посвящена противоборству богатырей Ботуров трех миров Вселенной во имя обустройства среднего земного мира по современному экодома биосфера. Слайд 6, следующий слайд. Он хрупкий такой экодом. Эпос Олонко бессмертны и в то же время современны тем, что они утверждают единство телесно-земной и нематериальной космической сущности человека, акцентируя силу духа. Земная жизнь разворачивается по велению высшего Творца, а не белого божества Солнца. О Солнце, сердце мира, свет нетленный, ты дух, скрепивший рукопись вселенной, небытия и бытия причина, источник жизни ее вершина. Так говорится в мантрах. Умы и сердца потомков Урамкай-Саха всегда задевает вопрос, как же наши безграмотные предки без всяких технической оснащенности сумели освоить и унаследовать нам 3 миллиона квадратных километров северного сурового края Земли. И приходим к выводу, что они достигли всего этого исключительно силой духа. Они были сильны интуитивно и рациональным умом, жили по небесным законам бытия, создали учение о духах Ичче Куцюр, унаследовали потомкам традиции экологической мудрости и диалектического оптимизма, перевоспитали наступление эры виртуальной реальности информационного бытия, в котором мы сегодня живем. И этот уникальный опыт истории закодирован в вещем слове Олонко. Вот слово Олонко оттачивалось из уст в уста и передавалось из поколения в поколение в течение 2000 лет. Я об этом говорю как руководитель экопроекта Олонко десятилетия. Вот в системе образования Якутии сейчас обращают особое внимание к этнопедагогике Олонко. И могу сказать в связи с этим, что инструментарий квантового мышления Конечникова дает новые возможности для распознавания глубинной сущности этого нематериального наследия человечества. Это формулировка ЮНЕСКО 2005 года. Теория Конечникова настолько универсальна, всеохватна, что своеобразно, по-юнски, защищает и репутацию истории как науки. Я говорю об этом именно в таком смысле. Урановая теория эфира, конечно, отделяет, то есть отфильтровывает энергию, и во вселенский интернет
не глобальный интернет, а вселенский интернет пропускает лишь свободную информацию. В отличие от 3W паутины, чистая информация свободна от лжи, сплетней, прочих земных пороков. В бесконечной емкости эфира хранится вся объективная история человечества в виде древа жизни. И на Земле человечество живет прошлым, в том смысле, что потребляет материализованные в прошлом продукты, как нефть, газ и так далее. Или интеллектуальное творчество человека, информацию, научно-технические достижения. В данном случае автор использует опыт прошлого, то есть истории, именно истории, для коррекции здоровья ныне живущих землян. Говорят же, время лечит. Инструментарий квантового компьютера позволяет автору оживить химические элементы, рудиментальные органы человека для того, чтобы диагностировать и лечить болезни. Но лечебное воздействие чуда Хиллера Юна я популярно объясняю так. Все гениальное просто. Ведь для того, чтобы пользоваться компьютером, не обязательно знать устройство компьютера. Так, каждый человек неведомо обладает неисчерпаемым запасом внутренней силы, для понимания которой необходимо включить и ресурс иррационально-трансцендентального мышления. Так как Онешников с помощью своего компьютера дистанционно помогает людям возбуждать эту самую, я бы сказал, внутриядерную силу человека, и человек побеждает неизлечимые недуги и преодолевает всякие экстремальности напасти сам. Хочу сказать несколько слов об экологической оценке разработки. Следующий слайд, на каком мы остановились. Это я солнце демонстрирую. Директор музея здесь, вот, в Минкюде. Значит, птица создана для полета, а человек для небесного восхождения. Следующий слайд. Вот такая скульптура есть в германском городе. Человек идет пешком к небу, солнцу. Вот он, большой сымыр. Поднимается он по вертикали древа познания православного креста. Однако современный человек, необузданное дитя природы, основательно застрял в экодоме биосфера. Биосферной горизонтали социальных противоречий бытия ведет потребительский образ жизни с отсюда вытекающими экологическими последствиями. Я, так сказать, в финише лет пришел к выводу, что все современные беды человечества так или иначе связаны, с одной стороны, ослаблением и техногенным нарушением исконной пуповинной связи человека с матушкой природой, а с другой стороны, серьезным отставанием и реализацией духовно-космической сущности бытия. Что же такое жизнь? С экологической точки зрения я даю такое определение. Жизнь или здоровье – это устойчивое равновесие в экосистеме взаимодействия организма человека, то есть внутренней среды, с окружающей внешней, природной и социальной средой. В этих трех средах произошли такие характеристические изменения, которые загнали человечество в технократический тупик. По мнению ведущих экологов, следующий слайд, биосфера качественно превращена уже в техносферу. Социосфера, то есть общество, в информационную лжесферу. Человек потребляет не только алконаркотические вещества, но все усерднее обрабатывает свой внутренний организм всякими химическими суррогатами пищевых продуктов, даже подделывает лекарственные средства. Такое загрязнение внутреннего организма я условно называю алкосферу. Вот как зажат человек современный. Homo sapiens.
Сможет ли он вырваться из этого технократического клеща? Вот в чем вопрос актуализации повестки 21 века, принятого четверть века назад в Рио-де-Жанейро на форуме ООН. Выход есть. Его нужно искать в сфере духа. Судьба технократической цивилизации сегодня практически решается за школьными партиями и в студенческих аудиториях. Именно в сфере образования закладываются дидактические основы духовного возрождения России, экологическое выживание всего человечества в целом. Но в интеллектуальной кузнице будущего политика по-прежнему продолжает бить по мозгам кувалдами средств массовой информации и телекоммуникаций, а не силой духа. Я говорю о необходимости одухотворения системы образования без навязывания религиозного максимализма. Мы предлагаем стратегию решения проблемы путем реализации концепции эколого-духовного восхождения личности. Следующий, последний слайд, по-моему. Да, еще есть, да. Вот. Но здесь я своими словами быстренько объясню. Это 4 стадии интеллектуально-профессионального развития и духовного восхождения личности проходит любой человек. Но здесь самая главная стадия – это первая, когда с помощью родной природы, традициями предков, этнокультуры человек заряжается как аккумулятор той энергии, теми задатками, которые... Прошу следующий слайд. Подождите, мы его сейчас снимем. Вот это. Мы вот это снимем. Заряжается той энергией, которая определяет весь алгоритм судьбы человека. Далее 2-я, 3-я, 4-я стадия. Вот я опираюсь на высказывание Иммануила Канта, вот там написано, в следующем слайде. Вот, все закладывается, поэтому мы особое внимание уделяем к дошкольному воспитанию, детскому воспитанию и так далее, и так далее, и так далее. Так, но это тема отдельного долгого разговора, я долго здесь задерживать не буду, и закончу вот 4-ю стадию еще потихоньку. Значит, 2-я стадия – это интеллектуально-профессиональное развитие. 3-я стадия – наконец-то человек уходит на пенсию, становится свободным, начинает заниматься своей духовностью. Это 3-я. Но 4-я, высшая стадия – это стремление к идеалу высшего разума. Как раз Василий Иванович Оконечников является примером от 4-й стадии. И научная заслуга автора разработки урановой теории эфира состоит в том, что он вооружил ищущих людей планеты эффективным инструментарием иррационально-трансцендентального мышления и дал толчок к активному освоению вот 2-й духовно-космической сущности человека, тела, лба, думающего о вечном. Спасибо за внимание. Ну что, спасибо большое за очень такое фундаментальное, развернутое выступление. Игорь Иванович нам очень много интересного рассказал в разных фрагментах. Если срочные вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вы можете свою трактовку вот этой урановой модели вот, мироздания дать, вот, в вашем понимании, хотя бы кратко. Потому что мы говорим общими словами, а по сути вот ничего. Я здесь пытался, в полном тексте, если будет опубликовано, я это посвящаю студентам, конечно, будет ясна связь между реальным ураном, материальным ураном, и виртуальным ураном, нематериальным ураном. Вот реальный уран – это я, моя практика, виртуальный так. Так вот, само понятие эфира, оно существует в глубокой древности для удобного обозначения без расшифровки сущности межгалактических пустот и так далее. И единственный смельчак нашелся наш, создал вот этот инструментарий. Он создал, конечно, на основе науки, математики и целого ряда наук,
создал свой инструмент, там все исходит из построения на основе больших чисел, о котором сегодня говорил первый докладчик, и так далее. Оно позволяет, дело в том, что человек земной живет трехмерным мышлением. Вот площадь, вот объем, и все. Наше мышление больше не берет. Дальше начинается так называемое многомерное квантовое мышление. И вот той области, это область подсознания, мы никак не можем понять. Эта область и не дано понять человеку. Так вот, заслуга Оконечникова состоит в том, что он дал именно инструментальное проникновение в этой области, собирая достижения науки, компьютера и прочего. То есть это виртуальный инструмент, который реально полезно помогает развивать познание, понимание и так далее. То есть ту область, которую не дано понять. Спасибо, спасибо. Ну, конечно.